Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал о Турции и о жизни в горной деревне. Сегодня утром мы с подругой наконец-то собрались один на один, без детей, без плетей, без ничего, поехать и прогуляться по интересному культурно-историческому месту в Измире. Называется он Кемералты базар. Это торговая точка, площадь его просто огромная, целый микрорайон, в котором можно гулять не только с утра до вечера, но еще и потеряться. Туда можно добираться двумя способами. Первое – это на метро, и второе – это на пароме по Эгейскому морю. Чаще всего туристы добираются именно таким путем. Рядом с этим базаром находится не менее знаменитая историческая часовая башня. Кому интересно, у меня есть отдельное видео об Измире. Мы гуляем там по разным местам. Обязательно заходите, здесь внизу оставлю ссылочку. Кемералты занесен в список ЮНЕСКО. Там можно найти все, что угодно, все только что придумается, начиная от специй, продуктов, занавесок, каких-то там оптовых всяких штучек там для рукоделия, мыловарения и заканчивая одеждой. Но если вы иностранец и не говорите по-турецки, то ждите, что вам будут продавать по тройной четверной цене. Поэтому, если у вас есть возможность, берите с собой турка либо турецкоговорящего, хотя бы, чтобы как минимум немного снизить цену и поторговаться. Пока мы гуляли, нам говорят тоже двойные, тройные цены, потому что, как говорится, мордой не вышел. Но когда мы начинаем говорить на турецком, с ними торговаться и рассказывать им, что... Потому что они спрашивают, откуда и что и зачем, и откуда мы знаем так хорошо турецкий. Мы рассказываем, что у нас мужья турки, и, в общем, доходим до той цены, которую продают местным. Там же на базаре, совершенно в отдельном переулке, есть такое культурное, интересное туристическое место, куда меня подруга повела. Evet, yer var. Polat burası. Kahve içer misiniz? Merhaba. Merhaba. İçtik ya. Şu da var. Erkan bir dakika. Там очень классная атмосфера, все непринужденно сидят, попивают чайку турецкого, турецкие всякие традиционные напитки, турецкий кофе, мило беседуют, никто никуда не торопится. В общем, атмосфера шикарная. Ну а главное, там есть такая интересная особенность. Я yine sorun. Ben içmeyeceğim. Ben orta içeceğim. Kemeraltı'nın en güzel falcı bu tarafta. Kabil Necati tavsiye ederim. Нам, короче, надо сюда судьбу свою прийти смотреть. Выйдешь замуж за турка или нет?
Я, конечно, ко всему этому отношусь очень скептически, так как я человек верующий, но так как моя подруга решила развлечься, то я ее, конечно же, поддержала. Вот такой сервис подают с водичкой ледяной. Прям в самый раз. И после того, как вы выпили кофе, можно заглянуть к местной гадалке. Чаще всего это бывают турецкие цыгане. Здесь специально все девочки пьют кофе, переворачивают чашку для того, чтобы посмотреть свои судьбы. Даже заметьте, вон сзади меня девочки, у них у всех перевернуты чашечки. Там прием идет у нее по записи, это контролируют гарсоны, официанты, и они каждый подходят и вызывают тебя к ней в отдельную комнату. И, кстати, как варить настоящий турецкий кофе в турке, вы можете у меня посмотреть видео. Здесь я оставлю ссылочку, обязательно заходите. Съемка, конечно же, там запрещена, особенно если вы турист, вам этого сделать не дадут. Но специально для вас, мои дорогие, я все-таки договорилась с этой цыганкой, сказала, что я ей, в общем, сделаю рекламу и все такое. И она согласилась на буквально пару каких-то моментов, чтобы я ее сняла. İrina amca adın ne senin? Smeklava kızı. Üstü koyuyor kartları çalıyor. А вообще турецкий народ очень суеверный, и гадание на кофе это очень распространено, им это очень нравится, но чаще всего, слава богу, оно делается как для развлечения. Кстати, девчонки, пишите мне в комментариях ваши интересные истории по поводу гадания, предсказания и что из этого у вас в оконцовке получилось. И когда мы закончили свои грешные дела, на выходе мы встретили тоже очень интересную такую картину. Это тоже местные цыгане, они таким образом ходят, собирают денежку. Если они остановились возле вас, начали играть, танцевать и петь, то вы обязательно им должны заплатить за это чаевые. Также и с местными турецкими музыкантами на традиционном их барабане. Мы с моей подругой поехали 1 на 1. Это было шикарно, классно, никто не мамкает. Мама писать хочу, мама какать хочу, мама кушать хочу. Без вот этого всего мы с ней так шикарно погуляли. Девчонки, бросайте иногда своих детей и выходите с подругой на прогулку. По приезду домой моя подруга, русская немка, так как она выросла в Германии, она решила с вами поделиться интересным рецептом немецких семитов. Что ты сейчас делаешь?
брецель Алманс mit Dinio, Ага, это что у нас? Hefe, дрожжи, Это растительное масло и молоко. молоко, сахар Надо растопить. и соль. Все пропорции смотрите в описании. Молоко не должно быть горячим. Не слишком теплое, не слишком горячее, а то это упадет у нас, тогда ничего не будет. 500 граммов муки. Ama meyve suyu farklıydı sadece. Şimdi Muzlu çikolata. Ben çikolata da karıştırıyoruz. kakaolu yani. Ama ben muzlu meyve suyu vardı ve kakaolu meyve suyu vardı. Ben kakaolu. Babacığım. Сейчас будет целый час стоять, пока он поднимется, и потом будем на 16 маленьких порций делить. Теперь будет час стоять, поднимется, еще раз будем его поднимать. На сколько? На 16. Тут оставляем специально толстенький. Я думаю, почему там толстый. Тут тоненькие. Так, лепим. Что мы сейчас делаем с ними? На 15 минут их опять оставляем. Оставляем. Вот эти уже поднялись. Че, он тоже с тобой, да, телефон смотрит? Или левши тебе ищет там? Щипает тебя, да? Ку-ку. Че он тебя там ищет в голове? Смотри, смотри, телефон смотрит с тобой. Так, постояли, Поднялись? поднялись. Теперь мы их ложим на 5 минут или на 10 минут в морозильник, чтобы они заморозились. В этот момент у нас, пока вода подгревается, мы их в морозильник положили. Ты ее кипятить будешь? Да, она будет кипятить, когда ложим вот так вот в морозильник. На сколько минут? На 10 минут хватает, чтобы они заморозились только по-быстрому. Чтобы не развалились, когда мы их будем Обдавать. Да. Тут у нас покушение на жизнь попугая. А он как в стрессе, он, блядь, начинает песни петь. На меня похож сразу. Тебе не стыдно, Эльмас? В стресс вогнала. А хрен, он еще, он еще целоваться лезет. Ой, это называется кошка, блядь. Это у нас сода, да? 3 ложки. Достаем. Достаем и вторую посту кидаем. Кидаем.
так вот на 30 секунд, чтобы они... Противень маслом смазывать, да? Да. И сразу же кидаем. Было традиционно. Конечно, кто не любит или кому не нравится, можете наложить. Это что? Это настоящая соль. Каятузу. Каятузу. Каменная. Боже, Каменная. уже на 3 языках с ума уже сошли. На 220 градусов идет в печку на 15-20 минут. И мягкие. Они сейчас будут. Остыть надо им теперь. Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк и поделитесь с ним с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться. И, конечно же, оставьте комментарий, потому что ваше мнение для меня очень важно.